Здравствуйте, меня зовут Лыткин Алексей, ученик 7 В класса, школы номер 27 города Якутска. Цель – изготовить батарейку из лимона. Задачи – найти и изучить информацию по созданию лимонной батарейки, провести эксперимент, зафиксировать и подобрать фотографию проведенного эксперимента. Объект исследования – способность лимонов проводить электрический ток. Предмет исследования – количество лимонов для питания светодиода. Инструменты и материалы. Несколько лимонов, 2 отрезка медной проволоки, жесткой и гибкой, в качестве положительно заряженных электродов, светодиод небольшого размера, несколько оцинкованных болтов или гвоздей, которые будут служить отрицательно заряженными электродами. Данный эксперимент основан на принципах простейшей гальванической батареи и включает в себя получение электричества методом химической реакции между цинком, медью и лимонной кислотой. Сок лимона, вступая в химическую реакцию с цинком, растворяет его. В результате от цинковой пластины отделяются положительно заряженные ионы и оседают на медной пластине, которая в свою очередь приобретает положительный заряд. Получившаяся разность потенциалов на концах цинковой и медной пластин создает напряжение на их выводах. Для того, чтобы зажечь светодиод с помощью лимонов, подготовим ингредиенты. Нарезаем медный провод на небольшие отрезки, примерно по 5 см, и соединяем их с болтами, отрезками мягкой медной проволоки. Теперь устанавливаем получившуюся конструкцию в лимон с разных концов, таким образом, чтобы соединения медь цинк и лимонов чередовались, а медные контакты одного лимона были соединены с оцинкованными контактами каждого соседнего лимона. Теперь осталось подключить к нашей схеме сам светодиод. Делаем это с помощью все той же медной проволоки и смотрим на результат. Этого напряжения вполне хватает для того, чтобы светодиод начал светиться, а значит теория подтвердилась. Из лимона можно извлечь электричество. Конечно же, такой способ не годится для того, чтобы, например, осветить комнату или хотя бы зажечь походный фонарь. Электричество окружает нас повсюду, и для его извлечения достаточно понимать его природу. Вывод. Цинк и медь, из которых изготовлены взятые проводники, при контакте с лимонной кислотой запускают химическую реакцию. В итоге медный проводник становится положительно заряженным, а цинковый или металлический отрицательно. После этого мы соединили заряженный проволоку и болтик проводом, создав замкнутую сеть, в которой образовался электрический ток. В результате получилась батарейка со слабым зарядом. Работать лимонная батарейка может до нескольких часов, пока длится химическая реакция. Опыт можно попробовать провести с большим количеством лимонов.